фермера Александра Сулейманова забирают все поголовье свиней. Утром в селе Тимофеевка выявили африканскую чуму. Хозяин предполагает, откуда все пошло. Дешевые свиньи вот взял, и в конечном итоге получилось, что заболели они у меня, пятнами покрылись. Пятна – серьезный симптом. Чтобы на место выехала большая бригада ветврачей. Они забирают зараженных животных, а сам сарай дезинфицируют. Свиней на погрузчике привозят к передвижной лаборатории. Обязательны проверка документов водителей и обработка транспорта. После специалисты берут материалы зараженных животных для анализа. Записывается владелец животного, вид животного, данные, масса. Их отправляют в лабораторию. Результат положительный, а это значит деревню на карантин. Зараженных животных уничтожают. Транспорт с павшими телами прибывает на место утилизации. После тела опускают в крестообразную яму и поджигают. Все это обязательно происходит под чутким присмотром сотрудников МЧС. Так поступили бы в каждом населенном пункте, где выявляют чуму, язву, грипп животных или птиц. А пока учения. У нас, я вот еще раз повторяю, самый сильный противоэпизоотический отряд по Российской Федерации и Республике Татарстан. Сегодня они очень хорошую работу продемонстрировали. У нас большое желание, чтобы этот отряд выехал только во время учения. На самом деле, пока в республике все спокойно, но еще остался в памяти 2016 год. Тогда в Нурлате выявили вспышку африканской чумы. Животные заразились от диких кабанов. Да и у соседей не все спокойно. Совсем недавно был обнаружен завоз птичьего гриппа из Чувашии. От него пострадали Зеленодольский и Кайбицкий районы. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Высокогорский район.